Selam aleyküm millet telekanalının hürmetli seyircilerimiz. Elbette Usta Aşçı programması sizni kenedi selamlay ve meraklı, özgün ve lezzetli aşlarla sizni selamağa hazır. Ve elbette dostlar bugünkü programda sizlerini daha da çok, daha da lezzetli ve daha da yanı reseptler bekley. Ve bu reseptler biz ile benim daimi meslektaşım Giray Bey paylaşacak. İşte başlayalım. Герай Бей, с чего мы начинаем и что мы сегодня готовим? Мне очень не терпится узнать. Так, мы сегодня готовим традиционную турецкую сладость, турецкую пахлаву. Начнем. Что нам для этого нужно? Что это? Это орехи, фундук. Это лесные орешки, мы их собираем сами. О, эти орехи ты собирал сам? Да. О, отлично. Здесь Наша их пахлава 400 будет грамм. еще вкуснее, да? Вообще. Прекрасно. Так. Что еще нам нужно? 450 грамм сахара, 100 грамм масла сливочного, 1 щепотка соли, 2 яйца, мед, 100 грамм, вода, 350 миллилитров, молоко 100 миллилитров, мука 3 стакана и 3 секретных ингредиента, о которых я расскажу чуть попозже. Хорошо. Турецкая пахлава является одним из самых популярных десертов. Она очень любима турками, да и не только. Гости Турции обожают пахлаву. И на самом деле, наверное, пахлава это один из главных символов Турции. Да. И гости, и туристы с Турции привозят обычно, самым распространенным, что они привозят, это, конечно же, является пахлава. Сегодня мы начнем ее готовить. Готовится она из 3 основных составляющих. Это тесто, да, приготовление теста. Что еще? Сироп и орехи. Орехи. С чего мы начнем? Мы начнем с теста. Начинай. Так, берем муку 3 стакана, добавляем туда 2 яйца, и нам нужно растопленное сливочное масло. Так, сейчас мы добавим растопленное сливочное масло. Так, теперь секретные ингредиенты. В первую очередь, как ты думаешь, что мы тут добавим? Без понятия, ни разу не готовила турецкую пахлаву, готовила только обычную нашу крымскую медовую. Ну, крымскую я тоже готовил. Ну, там мало секретов, но здесь первый секретный ингредиент – это уксус. 1 столовая ложка нам будет, в принципе, достаточно. А запаха специфического не появится? Нет, оно все уйдет при выпекании. Это все температура сделает за нас. Отлично. Так. Дальше. Как думаешь, какой следующий ингредиент? Какая например, химическая реакция вызывается с уксусом? Сода? Точно. Так. Спасибо моим преподавателям химии. Добавляем пол чайной ложки соды. Да. Hürmetli teleseyircilerimiz, elbette siz aşka bütün o sevginizni hoşmağa isteseniz daima ellerinizle, daima kollarıyla bu hamurunu yezebilirsiniz. Так, Аделя, ты мне помоги, пожалуйста, добавь молоко мне. Молоко. Все сразу. Все. А какой процентной жирности должно быть молоко? Любое, какое у вас лежит в холодильнике. Вообще турки говорят, то, что тесто должно быть мягкое, как мочка уха. Так что месим тесто и проверяем, какая у вас мочка уха. Отлично. Итак, Гирай, как у нас обстоят дела с тестом? Тесто уже готово. Как мочка уха. Да. Как мочка уха. Только нам вот сейчас последний этап. Угадай, что мы делаем? Я ни разу не готовила турецкую пахлаву, я люблю ее только есть. Об этом секрете я говорю всегда. Вмешиваем туда свою любовь. Любовь. Elbette dostlar, sevgi bizim bütün aşlarımızın esas sırrı. Так, все, тесто у нас готово. А ну-ка сравнивай. Такое, да. Похоже. Да, похоже.
В сравнении с моей мочкой похоже. Похоже. Итак. Так, все. Тесто мы даем отдыхать, чтобы оно у нас 100% была мочка уха. Убираем все лишнее и готовим сироп. Сироп. Енді достар, bizim рецептіміздің, bizim азырлық esnasımızın en tatlı дахасына keçеміз, en tatlı mahsulatına keçеміз ve biz tatlı сироп yapacağız. Что нам для этого нужно? Так, нам для этого нужен ковшик. Ковшик. Сахар. Весь? Да, весь, абсолютно Весь сахар. И воду. Всю воду, да? Всю. И мед. Так. Так. Это все перемешиваем и ставим на огонь. Хоть пахлава и получила свою популярность во многих странах, нельзя опровергать тот факт, что пахлава является исконно турецкой. Об этом даже свидетельствуют некоторые исторические данные. На самом деле, многие историки утверждают, что пахлава зародилась в Средней Азии, но свой современный вид и облик она приобрела в дворце Топкапы, который находится в Турции. Что мы делаем дальше? Не смотри так на меня с ножом в руках. Так. Мы дальше делим тесто на 4 части. Делим. Так. 2, 3. Ровно? Ровно. Вот здесь не ровно. Вот здесь неровно. А ты знал, что в честь пахлавы в турецком городе Газантепе проходит даже футбольный матч? Нет. Ты мог себе это представить? Во имя пахлавы проводить футбольный матч. Ну, интересно, в Крыму бы во имя чего бы провели футбольный матч? Во имя Янтыха или тандырной самсы. Так, что мы делаем дальше? Так, дальше мы раскатываем такие колбаски. Аделя, помогай мне. Давай, раскатываем колбаску. И нам эти колбаски нужно будет поделить на 10 частей. В итоге у нас получится 40 частей, из которых у нас будет сделана пахлава. Аделя, не заигрывайся. Не заигрывайся. Длинные колбаски не катай. Хорошо. Так, по диаметру с моей. С твоей. Да. Вот. Похоже? Нет. Подлинней. Так. Ну, надо набить руку. Ну, это мой первый опыт приготовления пахлавы турецкой, поэтому я думаю, что когда-нибудь, когда и ты придешь ко мне в гости, я обязательно приготовлю турецкую пахлаву именно по этому рецепту и сделаю это очень-очень быстро. Давай я начну, наверное, резать. Ну, если ты мне дальше будешь раскрывать все свои секреты, то, конечно. Раскрою, так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да? Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я пока посмотрю, как у нас дела обстоят с сиропом. С сиропом. А что у нас сироп? Как долго он вообще готовится? И при какой температуре его нужно готовить? Ну, в принципе, сироп готовят, когда он закипает при слабом огне, а до этого готовят на сильном огне. И сироп после того, как он закипел, нужно варить 10 минут для того, чтобы он должен быть и не густым, и не жидким. Ага, вот эти отлично. два критерия. И надо следить за сиропом, чтобы не было как у меня. А что случилось? У меня сироп убежал. Сейчас? Да. Но это поправимый факт. Помыть плитку мы всегда можем. И где на кухне ты не видела каких-нибудь грехов? Ну вот, мы приготовили 40 вот таких вот таких кусочков теста, скажем так. Мы их должны сейчас раскатывать, да? Да. Раскатываем. Оно у нас как раз немножко отдохнуло. Я сейчас посмотрю наш сироп. Так. Сиропу осталось совсем немножко, а мы можем уже раскатывать. Давай, начинай раскатывать, и там это давай. Так, и третий секретный ингредиент – это, угадай, барабанная дробь. Не знаю. Не знаю. Это крахмал. Крахмал. А зачем нам крахмал? Крахмал
используют турки, чтобы тесто не слиплось. Крахмал по консистенции он более нежный, чем мука. Потому что если мы будем также катать с мукой, они просто слипнутся. А мы будем катать 10 слоев вместе. Отлично, начинай. Сейчас я беру свою скалку. Я бы сказала свою мега-скалку. Да, эта скалка старше меня. Это семейная реликвия. Да. Ну что, у нас все начнем. готовят турецкую пахлаву. А Иногда почему? и- Потому что она, ну, как бы более тяжелее? Да, она и тяжелая, ей более удобнее раскатывать. Ага, отлично. Ну, давай мы начнем вот с этой вот. Так, 3-килограммовой. 3-килограммовой До скалки. 3-метровой нам еще далеко. Так, мы берем каждый кусочек, обмакиваем Обволакиваем его в крахмал. крахмал, да? И так повторяем с 10 остальными. Да. Все, теперь вот это вот нужно 3, 4, вот так вот, видите, 10 слоев теста для пахлавы турецкой. 7. Так, их нужно между... У нас сегодня не просто взрыв на кухне, у нас сегодня вулкан на кухне, я бы Да. сказала. Ну, у кого Сладкий не вулкан. бывает. Так, У кого Хави не убегала ни разу в жизни, тот не видел жизнь. говоришь, как исконный крымский татарин. Ну Все вот. сравнивая с Хаве. Итак, вот так вот мы обволакиваем в крахмал наши кусочки теста. Обильно обмакиваем. Обильно обмакиваем, как говорит Потому Герат. что если мы мало обмакнем, то Они вы слипнутся. тесто это не отделите ни в жизни. И оно у нас потом сырым получится. Нет, сырым в принципе не получится, просто переделывать тесто надо будет. Ну, в принципе, ничего страшного в этом. Но вы все равно обильно обволакиваете. Аделя, ты слишком обильно обволакиваешь. Ты не жадная. Я, конечно, все понимаю, но 7, 8. придерживайся хотя бы одного обмакивания. Вот, смотри. Так делаешь, все хорошо. Отмазалась. Так. Это увлекающий 9. процесс. Я очень люблю турецкую пахлаву готовить. Сколько раз ты уже готовил турецкую пахлаву за всю свою Раз жизнь? 10. Это сюда. Мгм. Так, а теперь давай, Аделя, я покажу, что дальше делать. Показывай. Да, Отдавай мне поменяемся мою местами. скалку. Оп. Берем наши 10 слоев теста. Сироп у нас, кстати, готов уже. Так, и начинаем катать. Посильнее. Да. Вкладываем всю свою любовь, не жалея. Так. Поворачиваем. Все. Всё. Аделя, первый слой у нас готов, точнее слои. Сейчас мы возьмем мою форму и обрежем по ее диаметру. Ну, вы можете, в принципе, это все взять большой противень и выкладывать уже, Слоями, да? да, слоями. Ну, если у вас не обязательно должно прям в точь-точь лист по форме быть, вы можете там где-то 2 листа на один слой положить, где-то обрезать, подгонять. Это все... Желание каждого, да? Да. На этом не стоит заострять большого внимания. Это, в принципе, вполне нормальные вещи. Так. Переворачиваем и выкладываем наши слои. Вот такое у нас тоненькое-тоненькое тесто получилось. Вообще я знаю один такой факт, то что как турецкую пахлаву сделали. Один повар заигрался с тестом, то что он начал его так катать, то что через него можно было прочитать книгу. Мгм. То есть настолько тоненько. Да. И он вот это вот начал им увлекаться, и вот так вот, в принципе, произошла турецкая пахлава. И вообще, мне кажется, все рецепты, десерты происходят на ошибках поваров.
Самые вкусные, да, Да. десертная ошибка. Так. Отделяем. А на самом деле Тоненькая. тоненькая, да? Ой, можно? Это ну тесто, очень кстати, тоненькое, называется нежное. тесто фила. Это Что это значит? тесто фила, то, что оно очень тонкое, как папирус или как бумага. Мгм. Ну, больше оно смахивает на папирус или на какую-то резинку. Да, вот Тонкую. такая вот. Да, у него консистенция резинчатая. А почему мы не добавляем вот сюда сироп или не нужно? Аделе, терпение и труд все перетрут. Сабур, Аделя, да. Терпение, друг мой, только терпение. Мгм. Так, А когда мы это будем делать? сейчас. Это после того, как мы выпечем, сироп у нас А, остынет. то есть мы это в последний момент, да? Да, Пропекается оно без сиропа. без сиропа. Это немаловажные факты. Так. Видите, какое вот у нас тонкое тесто? Мгм. По одному слою такое тесто, в принципе, не раскатаешь. А вот если сразу много слоев катать, то Давайте я буду помогать. давай. То достигнешь, в принципе, вот такого тонкого результата. И опять-таки, дорогие телезрители, хотела бы заострить ваше внимание на том, что мы не добавляли муку, когда мы раскатывали тесто, мы Да. добавляли крахмал. А почему мы муку не добавляем? Ну, ни в коем случае нельзя добавлять муку, потому что мука по консистенции, она совсем другая. Она более клейкая. У нас все слои могут в один раз просто склеиться. А вот крахмал этого нам не даст сделать. Так, И вот последний слой. да, Из первые раскатанных. ровно 10 слоев. Так, катаем мы еще один слой. Мгм. То есть после каждого слоя у нас последует орех. Да, ореховая после начинка. каждых 10 слоев. Мгм. И Последний, последний, самый красивый, да? аккуратненький. Да, мы Смелее. накрываем все. Да. И мы делаем вот так вот. Сейчас, да, мы Да, сначала мы заворачиваем как бы ножом тесто туда. и поливаем сиропом. Нет, я же тебе уже сказал. Ну, я мы будем ждала, делать. я сабры ждала. Но мы все никак не поливаем и не поливаем его сиропом. Когда оно приготовится, за 15 минут до полного приготовления Мгм. мы его зальем сиропом. Отлично. Так, Разрезаем. да. И режем. Так. Так. И режем квадратиками. Придерживая верхний слой, чтобы он у нас не очень Да. ровно порезался. Всё. Все. Да. Так, теперь нам надо растопить сливочное масло. Сливочного масла у нас 100 грамм. Мы вливаем туда сливочное масло. Да, мы его польем сверху. Мгм. Так, вот здесь, да? у Да, нас сливочное некоторые масло? девушки переживают то, что... Аделя, пожалуйста, на 30 секунд. Мгм. Некоторые девушки переживают то, что это блюдо слишком калорийно. Ну, хоть раз. Ну, можно же себе раз в месяц позволить это лакомство, несмотря на его калории. Турецкая пахлава все-таки этого достойна. Так. Сейчас мы все лишнее убираем, все обрезки наши. Так, Все, у нас уже все готово. да.
Давай, ты Так. можешь поливать. Да. Беру ложку. А зачем нам нужно сливочное масло? Зачем нам нужно Сливочное масло, оно даст неповторимый сливочный вкус, который сделает нашу пахлаву или баклаву еще вкуснее. Ты уже чувствуешь, какой запах от Да. сливочного масла идет. Так. Все? Да. Оно же все повпитывалось. Да, Давай. сейчас я Отправляем это в убираю в духовку. Температура духовки 180 градусов 30 минут. Так. Вытаскиваем нашу турецкую пахлаву. Давай. Так. Тем временем я занимаюсь презентацией. Да. Я немножко увлеклась, но я думаю, что там пахлаву как-нибудь Супер. поместим. А жалко туда пахлаву ставить. Так. И заливаем нашу пахлаву сиропом. Сироп у нас должен получиться вот такой консистенции, не густой, не жидкий. И заливаем полностью. Так. Вот мы уже видим, как он пропитывается, да? Да, сироп должен туда уйти. Все. Я залил сиропом. И убираем все это дело опять в духовку на 15 минут. За это время она и пропитается, и пропечется. Отлично. Так. Ну все, Гераль, смотри, я подготовила нашу тарелку для презентации. Я его вот так вот украсила, и наша Супер. пахлава уже тоже готова, да? Да. Я ее тоже вытаскиваю. Вот такая красивая у нас пахлава получилась. О, очень красиво и очень вкусно пахнет. Да, и сейчас я беру ножик. Да, давай Беру уже в конце лопатку. концов презентовать. Да, я нашел лопатку. Одну радует. Так, теперь... Так, сейчас я выберем самые красивые кусочки. Давай я тебе помогу. Некоторые уберем. Она у нас горячая, поэтому она у нас еще немножко форму не держит. Ну, когда она у нас остынет, она у нас будет То держать есть вот свою эта вот форму. клейка, это оно все уже склеит, да? Да. Так. Надо резать не надо? Ловушку нет. Давай вот сюда. А деревья мы ножом. Очень вкусно пахнет. Смесь Да. орехов, сливочного масла, Меда. меда. Уже интригующий. Так. И давай еще. Давай верхний слой. Давай. Угу. У нас уже пахлава готова. Можно ложить туда начинки сколько ты хочешь. Можно заливать сколько ты хочешь сиропом. Но главное не переусердствовать в одном. Нужно подбирать правильную форму. Слои должны правильно подходить. Не нужно переусердствовать слоями, потому что у нас пахлава поднимется, и орехами. Сироп, в принципе, тоже переусердствовать много не надо. Это все нужно делать в меру. Поэтому своей фантазии нужно иногда придерживать.
Отлично. İşte aziz dostlarımız, endi bizim dülber lezzetli paklavamız hazır. Biz onu aşamağa aşıqamız. Ve elbette aziz teleseyircilerimiz, bugünkü yayınımızda siz işitken ve biz ile bölüşken Giray Bey, biz ile bölüşken bütün sırlarını daima kullanınız ve elbette sevginizni qo'shmağa unutmanız. Ve sizin aşlarınız bizimki gibi her daim lezzetli ve özgün olacak. İşte aziz dostlar, böylelikle bizim yayınımız yekunleniyor. Aç tatlı olsun, görüşmek üzere, sağlıkla kalınız.